Приветствую, дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра. И у меня для вас прогноз на 1 июня. Это у нас с вами понедельник, первый день лета. Мы с вами будем смотреть на колоде пасьянс. Почему? Потому что у нас день обещает быть позитивным, легким. Он будет идти под влиянием аркана звезда. Поэтому этот день лучше всего посвящать себе, любви, отношениям, романтике. То есть как бы немножко так дела отложить в сторону. Ну, плюс сам день у нас Луны, это день женской энергии, да, Луна у нас отвечает за воду, это мягкость, это такая вот, знаете, подстраиваемость, да, под события. Не когда мы идем на пролом по магу, по мужской энергии, а когда мы как бы вот такие обтекаемые, да, мы можем какие-то углы обходить стороной. Поэтому в этот день хорошо вот заниматься больше той сферой, которая отвечает за личные отношения. Значит, смотрим на пасьянсе все знаки зодиака. Первый у нас Овны. 1 июня, понедельник. Как пройдет этот день для Овнов? Еще это день, когда исполняются наши желания тоже. Одно такое из значений важных. Овны, 1 июня, понедельник. Сейчас камешки у меня не там стоят. Значит, смотрим Овны. Угу. Ножницы. Да, и вот цветочек вам выпал. Исполнение желания. То, что и говорит звезда об исполнении желания. Угу. Солнце. Ключ. Угу. Победа. Флаг. Так, бокал нельзя. Любовь. Тоже, вот как я вам сказала. Очень хорошо посвящать день любви, отношениям. Подарочек тоже есть. Ну, красота, Овны. И здесь нет. Одно событие лучше другого. Любовь, самое главное. Дальше в делах показывать, что будет решение вопроса и победа, да, какой-то результат. Ключ, перед вами откроются важные двери, либо будет решение какого-то очень сложного вопроса. Радость, исполнение желания и подарочек. Ну, красота, а не день, согласитесь. Благодарю за внимание, Овны. Переходим к Тельцам. Так, Тельцы. Смотрим теперь, что будет у вас. 1 июня, понедельник, первый день лета. Покажите мне, какие события будут у Тельцов, как для них пройдет понедельник. Нерешенный вопрос. Цепь. Месяц. Корабль. Ожидать нужно решения вопроса. Угу. Лебедь. Шарики. Периметр не вижу. Получается, с делами у вас не очень в этот день. Показывает, что вопрос какой-то не решается.
ожидание, да, приходится ждать решения этого вопроса. Ну, поэтому лучше все дела откладывать, в этот день ничего не делать. Зато хорошо в личной жизни. Любовь, верность, лебеди. Также цикл. Луна показывает, что будет какое-то событие, которое у вас циклично. Оно происходит с вами там каждый месяц или каждую неделю, там, или каждые полгода и так далее. И также из плюсиков еще есть хорошие новости в этот день. Вас ждут хорошие новости. Получается, единственный минус – это то, что какой-то вопрос не решается в понедельник. По цепочке, да, вот как бы все это растягивается. Благодарю за внимание, Тельцы. Переходим к Близнецам. Близнецы. 1 июня. Близнецы. События дня. Понедельник. Сразу же молния. Конверт. Бокал. Угу. Лебедь. Есть колодец. И вот еще был будильник, не видела сразу. Значит так, смотрите, что выходит. Первая у нас выпала с вами новость, показывает, что вы получите какую-то информацию, и она будет как гром среди ясного неба. Может быть в электронном виде эта информация. Дальше застолье может быть, мероприятие какое-то, гармоничные отношения в паре, верность, доверие. День может быть расписан по часам. Будильник говорит о том, что есть, да, какие-то встречи, какие-то события на определенное время, и там могут быть сбои. Допустим, эти встречи могут переноситься, отменяться, откладываться там и так далее. То есть по времени тут будет беда. Ну, в принципе, у нас как раз вот есть такие арканы. Это звезда, это отшельник, умеренность, когда со временем идут сбои. Мы как бы должны это понимать в этот день, быть к этому готовыми. Значит, также у вас еще есть получение чего-то, что-то можете получить. И есть разочарование, печаль. Что-то может вас очень сильно расстроить. Что, я не знаю, что это может быть. То ли это из этого времени, да, вы расстроитесь. Может быть, из-за этой новости. То есть тут как бы не могу сказать. Бывает так, что вот если рядышком событий нет, мы не видим, да, рядом прям вот, ну, совсем близко, чтобы было, может обозначать, что это вообще вас не касается. Допустим, вы там расстраиваетесь, потому что что-то где-то увидели, услышали. Это не касается вас там, вашей семьи, а в целом какая-то новость негативная. Поэтому может быть и так. В общем, вот такая информация для вас, близнецы. Также, кто родился 1 июня, я вас поздравляю. У вас начинается очень классный год, который будет идти под влиянием аркана звезда. Весь год, аж до следующего июня 2027 года. Это год исполнения желаний, однозначно, по звезде. Это год, когда нам хочется обратить внимание на себя, на свою внешность, да, засиять. Это год еще, когда человек может становиться популярным, да, на вас может свалиться популярность, слава. Что еще там может быть? Ну, в принципе, такой год очень позитивный. Очень часто начинаются какие-то романтические отношения в этот период. Так что год позитивный. Благодарю за внимание, близнецы. Переходим к ракам. Так, 1 июня, раки. События дня.
Нерешенный вопрос. Будильник. Может быть, не успеете по времени. Ссора. Яблоко. Слезы. Ключ. У вас тут прям целый ряд. Может быть, зря тут плакали, зря ругались. Может быть, по ключу все решится. Дом. Угу. Бабочка. Ножницы нельзя. Книга. Ну, у вас тут прям сегодня событий. О, и цветочек. Класс. Дерево. У меня скоро уже сердечки закончатся. Рыба. Тоже рыбу можно. Скользкое дело. Возможно, знаете, как может проиграться? Вопрос не решился, желание решить вопрос каким-то нечестным способом. Да, вот, ну вот хочется решить и все. Да, неприятность, видите? Неприятность, вопрос не решается, потому что со временем какой-то сбой. Так, и здесь нет, ну очень много событий. Не просто много, а очень много. Давайте, значит, по каждому отдельно. Ну, тут, скорее всего, что там 3-4 события мне, да, вот указывают на одно. 3-4, да, вот этих сердечка. Значит, смотрите, выпадает неприятность, выпадает нерешенный вопрос, проблемы со временем, слезы, ссора. То есть, скорее всего, это одна какая-то история, что происходит неприятность, вы не успеваете решить какой-то вопрос по времени, начинаете там возмущаться, ругаться, негативные эмоции, но ключ. Да, то есть во всем этом ряду последним стоит ключ. Как бы ключ показывает всегда решение, выход. Возможно, через рыбу. То есть, ну, каким-то таким, рыба это скользкое дело. То есть каким-то таким хитрым способом, может быть, найдете решение. Дальше домашние дела еще в этот день могут быть. Какой-то разговор, может быть деловой, посещение госучреждения. Вот опять же, да, возможно, в госучреждении будет этот разговор. Исполнение желания и приглашение. Поэтому вот такие события для вас. То есть много есть нормальных событий, но есть и предупреждение, что какой-то вопрос может не решаться. Ну, я так понимаю, что вы там выкрутитесь, скажем так, в понедельник и все решите, раз выпал ключик. Благодарю за внимание, раки. Переходим к львам. Так, лёшки, смотрим. 1 июня. 1 июня. Львы и понедельник. События дня меня интересуют. Как пройдет понедельник для львов? Что там будет интересненького у них? Львы. Угу, мечи, первое событие. Молния. Метла. Угу. Книга, кровать. Угу. Яблоко. Дерево. Машина. И здесь нет. Значит, смотрите, львы, у вас получается выпадает ссора, конфликт. В этот день, возможно, ссора, перерастающая в конфликт.
и слезы рядом. Ну, негативные эмоции, да, скажем так. Поэтому вот нужно постараться этого события избежать. Постараться не ругаться. Дальше ждет какая-то новость у вас, как гром среди ясного неба. Интимная связь, интимные отношения, какие-то разговоры об этом там и так далее, мысли. Госучреждение, казенный дом. Работа еще может быть. Работа, госучреждение, приглашение и дорога. Вот такие события. Получается, из предупреждений это вот этот вот конфликт. Так что такая информация для вас. Ну, у вас, получается, звезда проигрывается через кровать, через интимные отношения. Здесь, скорее всего. Благодарю за внимание и переходим к девам. Так, дева. 1 июня. Покажите мне, девы, 1 июня. События дня. Понедельник. Как пройдет понедельник для дев? Угу, 1 череп. Лавровый венок. Цыпленок. Метла. Конверт. Весы. Змея. Машину нельзя. Ссора, змея. Так. Смотрим. Вроде бы я не вижу совпадений. Подарочек еще есть. Рыбу нельзя. Значит, смотрите, первое событие – здоровье. Возможно, в понедельник будете заниматься здоровьем своим. Выпала череп, болезнь. Ну, допустим, может что-то болеть в этот день. Дальше идет какие-то успехи идут на работе, в делах, плюс подарочек. Может быть, не вы получаете, а вы, например, дарите кому-то или покупаете подарок. То есть это не всегда в нашу сторону, когда это мы делаем. Дальше ребенок, какие-то события, связанные с деткой. Возможно, вот ребенку подарок покупаете. Дальше, значит, метла, выпадает ссора и змея. То есть можете ссориться, выяснять отношения с каким-то человеком, который будет достаточно агрессивен к вам. Может, там, не знаю, говорить какие-то неприятные вещи, поэтому вот имейте в виду здесь. Дальше весы выпадают, сложный выбор, еще может быть в этот день. Опять же, сложный выбор, да, может быть связан с этим подарком. А может быть сложный выбор, внутри будут такие колебания, сомнения, связываться с этой змеей или не связываться. Да, либо вообще просто можно же уйти и не вступать, да, в этот конфликт. И получение еще выпадает у вас. Получение это может быть посылки, получение какого-то документа, получение информации тоже может быть. В общем, вот такие события. Из предупреждений это змея, ссора и, кстати, болезнь может еще быть после вот этой ссоры со змеей. Это может быть просто истощение эмоциональное, моральное. Вполне может быть. А может еще, кстати, змея показывать врача, например. Если это тема здоровья, то это врач. Ну, метла, может быть, вы будете спорить с врачом. Да, у него там будет какое-то свое мнение, у вас свое, и вы будете спорить. Потому что метла это больше вот как бы разногласия, споры. Если у нас в мече это прям конфликт, то метла больше это спор. В общем, вот такой вот день для вас. Ну, из хорошего это цыпленок, это подарок, это успех в делах. Поэтому как бы хорошее тоже есть.
не можем его не замечать. Благодарю за внимание, девы. Перехожу к весам. Весы. 1 июня. Весы. 1 июня. Весы. Понедельник. События дня. Дерево. Весы. Здесь два варианта. Цыпленок и лебедь. Но я первым прям увидела лебедя. Он мне первый в глаза бросился. Если увидели цыпленочка, тогда проиграется контакт с детьми, семейная жизнь, ключ. Замок. Ключом открывается какой-то замок для вас. Ну, открываются какие-то секреты, тайны. Месяц есть еще. И будильник есть. Значит, смотрите, выпадает вам приглашение на понедельник. Могут вас куда-то позвать, пригласить. Гармоничные отношения в паре, верность, любовь. События, которые имеют цикличность. Очень сложный выбор будет стоять перед вами. Ключ показывает, что откроются новые возможности. Возможно, будет... Ну, скажем так, если есть сложная задача и нужно ее решить, то вот по ключу может быть решение, найдете выход. Откроется какая-то информация, которую вы не знали, и будильник говорит о том, что в этот день со временем могут быть проблемы. Какие-то встречи могут переноситься, откладываться, путаница может быть во времени, поэтому вы должны быть к этому готовы в этот день. Опять же, может быть, тут еще... Тайна, время, может быть, это какая-то тайна, знаете, такая старая по времени, то есть много, допустим, там месяцев или много лет этой информации, и только сейчас она открылась, может быть так. Ну, либо, опять же, эта информация будет связана со временем. В общем, вот такая вот информация для вас. Весы на понедельник. Из хорошего ключик. Ключик и лебедь в этот день. Из предупреждений это будильник. Благодарю за внимание. Переходим к скорпионам. Первое июня. Скорпионы. События дня. Угу. Подсвечник есть первый. Тут скорее подсвечник со звездой, это романтика. Метла. Эх, шарики нельзя из-за метлы. Конверт. Расческа. Свиток. Замок нельзя. Неприятность, дорога.
В дороге может быть неприятность. Здесь нет, слезы. Здесь не вижу. Значит, смотрите, первое событие — надежда выпадает. Потом, что бы ни произошло, да, там какие-то неприятности, ссоры, всегда остается надежда, что все будет хорошо. Да? Позитив никуда не исчезает. Может быть небольшая ссора. Как вариант, может быть в переписке. Рядом выпадает письмо, да, ссора, письмо. То есть ссора в переписке. Либо ссора проиграется сама по себе, выяснение отношений, конверт будет как получение, что-то можете получить в этот день, какую-то информацию, сообщение, там, может быть, посылку. Дальше неприятность выпадает, дорога выпадает, поездка, деловая встреча и слезы. Но опять же, слезы могут быть и радостью, не всегда печали. Поэтому как бы... Ну, скорее всего, если в негативе, то, может быть, из этой неприятности вот эти будут негативные эмоции. Хотя, опять же, надежда остается на то, что все разрешится. В общем, скорпиончики, вот такой вот день. Есть парочка предупреждений, да, это неприятность и ссора, но есть и надежда на то, что все это... Опять же, и звезда, она что же дает надежду? На то, что все вот эти какие-то мелкие неприятности, они разрешаются. Вот такая вот информация для вас. Но будьте осторожны в дороге, потому что выпадают неприятности, дорога. В транспорте, на дороге, за рулем, если вы водите. В понедельник. Опять же, у нас это ж понедельник, день Луны. А когда у нас идет влияние Луны, то мы немножко такие невнимательные, витающие в облаках. Это по понедельникам бывает. Потому что понедельник у нас, за понедельник Луна отвечает, за вторник Марс. Поэтому в каждый день тоже еще, знаете, как идут какие-то свои определенные энергии. Кроме, да, вот карты, энергии карты дня. Так, 1 июня, Стрельцы. Дальше смотрим, что у Стрельцов. Первое июня, Стрельцы, события дня. Угу. Первое сразу же свидание у вас. Ключ нельзя. Подсвечник. Не просто свидание, а может быть свидание даже какое-то романтическое. Расческа. Либо здесь может быть неприятность и надежда на разрешение этой неприятности. Теплится у вас подарок. Угу. Сундук. Цыпленок. Яблоко. Так, яблоко нет, нет, нет. Значит, замок нельзя. Здесь нет карты. Смотрите, у вас на понедельник выпадает свидание, приятная встреча, слезы. Ну, тут, скорее всего, слезы радости. Свидание, надежда, неприятность. Происходит неприятность, но вы не теряете надежды на то, что, да, вот эту неприятность можно с ней разобраться. Дальше хорошие новости, финансовые поступления, подарочек и общение с семьей, с детьми. В общем, у вас в целом день классный, потому что идут новости хорошие, деньги, романтика здесь. Единственное, может быть, какая-то маленькая неприятность, но я так понимаю, что вы тут отчаиваться не будете, у вас есть понимание, что вы с ней разберетесь, да, там не сегодня, так завтра. Поэтому в целом я считаю, что у вас день хороший. Благодарю за внимание, Стрельцы. Переходим к Козерожкам.
Козероги. 1 июня. События дня Козероги. Угу. Корона у вас выпадает первая. Лебедя нельзя. О, интимная связь. Кровать. Друг. Сердце. Роза. Свидание. Весы. Сомнения. Кровать. Ага, деловая встреча. Свиток и корона. Тоже, скорее всего, одно событие. Здесь нет. Значит, смотрите, у вас в понедельник показывает, что может быть интимная связь, интимные отношения, ну, либо там разговоры об этом, мысли и так далее. И плюс еще выпадает свидание. Приятная встреча. Поэтому тут вполне вот у вас звезда проигрывается через романтические отношения. Рядом, значит, колебания, сомнения, сложный выбор может быть. Опять же, сложный выбор может быть связан с этим. Общение с друзьями, да, выбор, провести время с любимым человеком на свидании, да, или с друзьями. Ну, это я так придумала уже, да. Как они могут скооперироваться, эти события. В общем, общение с друзьями, приятная встреча. И также у вас будет деловая встреча. Свиток с каким-то очень влиятельным, статусным, серьезным человеком. Корона всегда показывает статус этого человека. Поэтому здесь вот такие события. У вас много общения. Личное общение, дружеское, рабочее какое-то в этот день. Так что такая информация для вас, козерожки. Благодарю за внимание. И переходим к водолеям. Так, водолеи. 1 июня. Водолеи. События дня. Первое, что я вижу, яблоко у вас. Мешок с деньгами. А, вот еще была метла. И чемодан. Неприятность и весы. Ну, у вас какой-то напряженный, честно говоря, день. Дорогу нельзя. Не вижу.
Так, значит, что у вас тут повыпадало? Выпадает временная разлука, расставание, чемодан, ссора, выяснение отношений, споры, слезы, неприятность. Возможно, это одно событие. Да, неприятность, слезы, ссора. Сложный выбор, колебания, сомнения, весы. И деньги выпали. Но мешочек часто это именно расходы. Не доходы, а больше расходы. Поэтому, возможно, в этот день будете еще и тратить деньги. Поэтому вот такие события для вас. К сожалению, у вас тут не очень приятные. Да? Ничего такого со звездой связанного. Там, не знаю, какая-нибудь любовь, верность. Ничего такого не повыпадало. Ну, либо, может быть, я не знаю, пропустила я. В общем, такой день. Водолей. Поэтому ваша задача, нужно постараться избежать ссоры, тогда, возможно, не будет слез и не будет этой неприятности. Благодарю за внимание и переходим к рыбкам. Рыбы. 1 июня. Рыбы. События дня. Так, рыбки, смотрим. Якорь. 1. Будильник. Остановка на долгое время. И ничего вокруг нет. Метла, ссора. Флаг, победа. И интимная связь. То есть у вас звезда проигрывается через интимную связь. Кровать. Также есть еще дорога, поездка. Здесь нет. Нет, ножницы еще есть. Угу. Смотрите, решение вопроса, победа. И здесь нет. Значит, у вас первое выпало предупреждение, что идет какая-то остановка, не знаю, наверное, больше, чем полдня. Видите, тут нет как раз событий. Как будто бы якорь. Все стопорится, останавливается по времени, оттягивается, переносится. Как будто бы будет ощущение, что время остановилось, знаете, вот, большую часть дня. Ну, а потом пошли события, да, уже ближе к вечеру выпадает победа, выпадает интимная связь, решение какого-то вопроса уже ближе к вечеру, причем с хорошим результатом. Дорога. Ну и может быть ссора, может быть там какие-то споры, разногласия. Опять же, в дороге можете с кем-то спорить. Еще метла у нас проигрывается как уборка. То есть, возможно, будет уборка в этот день у вас. Поэтому так, в общем, из предупреждений готовьтесь к тому, что первая половина дня, даже может быть больше чуть, чем половина, вот как будто бы ничего вообще не происходит. Такое ощущение, что время остановилось. А потом события пойдут уже ближе ко второй половине дня. Такая информация для вас на понедельник. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.